В Малом зале администрации главы республики прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Республики Ингушетия и оперативного штаба. На повестке дня было 3 вопроса, один из которых касался организации деятельности по обеспечению безопасности на объектах транспорта, расположенных на территории Республики Ингушетия, и выработка совместно с руководителями хозяйствующих субъектов дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности объектов указанной категории. С отчетом по данной теме выступил временно исполняющий обязанности начальника ЛОВД Батыр Тохов. По его словам, железнодорожные пути находятся под постоянным контролем и наблюдением. Кроме того, систематически проводится проверка этой территории с использованием обученных собак. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава Назранского ЛОВДТ. Укреплена на этот период следственно-оперативная группа Назранского ЛОВДТ. Увеличена плотность нарядов на пунктах досмотра в аэропорте Магаз и на железнодорожной станции Назрань, сотрудниками Назранского ЛОВДТ и оперативной группой на транспорте МВД России, Республики Ингушетия. Осуществляется 100% досмотр входящих граждан в аэровокзал и железнодорожный комплекс, исключая возможность проникновения посторонних лиц в охраняемую территорию. Все пассажиры, вылетающие с аэропорта Магаз, подвергаются тщательному досмотру и проверяются по федеральной базе розыска. Обращаясь к присутствующим в зале, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сказал, что в скором времени посетит такие стратегически важные объекты, как аэропорт Магаз и железнодорожный вокзал, и при выявлении каких-либо нарушений, связанных с обеспечением безопасности, по словам руководителя региона, будут приняты самые жесткие меры. Если человек на месте хозяин, то там будет порядок. Если там хозяина нету, там будет бардак. Там всегда ждут комиссию. Я не говорю вам, что я завтра, послезавтра, но внезапно я проверю и ЖД вокзал, и аэропорт, и другие объекты. И тот, кто там отвечает за это дело, пеняйте на себя, если не будет порядка. Просто предупреждаю. Поэтому серьезно относитесь к этим задачам. Одно дело, когда там произведут диверсию, и еще другое дело, когда оттуда наш пассажир поедет куда-то и это сделает. Далее глава Ингушетии коснулся вопроса, связанного с политической обстановкой в республике. Юнусбек Евкуров считает, что называть ее сложной сегодня уже неправильно. Ситуация стабилизировалась, но работать нужно еще много. Для нас главное добиться того, чтобы простое население Ингушетии помогало правоохранительным органам. Только так можно достичь положительных результатов, сказал глава. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести».